Добрый вечер. В эфире «7 дней». Смотрите сегодня. Я, наверное, один из немногих, кто с двумя президентами, бывшим и нынешним Татарстана, вместе встречается. Премьер Мишустин в Казани. Подробности визита. Ослабляются карантинные мероприятия, и люди посчитали так, что все закончилось. Если сам это все через себя не пропустишь, это не поймешь людей. Потеря обоняния. Жаркий июль гонит людей на пляже, но вирусный пожар еще не потушен. Завтра, возможно, половина нашей пасеки погибнет. Везде на земле валялись полумертвые пчелы. В Татарстане участились сообщения о массовой гибели пчел. Главное событие этой недели – двухдневный визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Татарстан. Очень важный, я бы даже сказал, знаковый визит. Во-первых, это первая поездка премьера в регион России с начала пандемии. Во-вторых, это первый визит Мишустина в Татарстан в новом для себя статусе. К тому же, вместе с премьером в республику прибыла солидная делегация в составе нескольких вице-премьеров и федеральных министров. Ну и в-третьих, чрезвычайно насыщенная программа визита. В первый день Михаил Мишустин и делегация осмотрели строящийся корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Премьер провел встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и государственным советником Минтимером Шаймиевым. Обсудил очень актуальную сейчас для России тему развития информационных технологий на совещании в Иннополисе. А день второй прошел на площадке в Алабуге. Мишустин, напомним для тех, кто не знает, этой темой владеет досконально. В прошлом был руководителем Федерального агентства по управлению экономическими зонами. В Алабуге премьер осмотрел завод по производству углеродного волокна и провел совещание по строительству автодороги Европа-Западный Китай. Но было еще много всего интересного и неожиданного. Об этом Тимур Бекмурзин. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эту известную пословицу в ходе визита Михаила Мишустина в Татарстан вспоминали не единожды. И в Иннополисе, и в Алабуге. И действительно, пандемия разделила всю нашу жизнь на «до» и «после». И как это ни удивительно, до масштабный проект строительства скоростной автодороги Москва-Нижний Новгород-Казань продвигался трудно, даже натужно. Получается, что пандемия в какой-то степени дала толчок, новый импульс. Как отметил на совещании в Алабуге премьер Мишустин, это мегапроект и одновременно мощная антикризисная мера. На ближайшую перспективу в 3-4 года это самый масштабный дорожный проект России. Он имеет особое значение для всего евразийского пространства. Трасса Москва-Нижний Новгород-Казань станет частью другого мегапроекта коридора Европа-Западный Китай. Это такая, если хотите, новая концепция шелкового пути. Международный инфраструктурный проект, который должен соединить страны Европы с Китаем. Путь проходит через Россию, Казахстан и КНР. Сегодня львиная доля грузоперевозок проходит по морскому пути через Суэцкий канал. При этом доставка груза достигает от 40 до 50 суток. Новая автомагистраль, помимо высокого уровня безопасности, позволит сократить время в пути чуть ли не в 5 раз. Помимо этого, мобильность перевозок в разы возрастет и внутри страны. Даже автодорога Москва-Нижний Новгород-Казань даст мультипликативный эффект экономики, доложил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Заработают строители и смежной отрасли. В пик на стройке будет задействовано только строителей до 70 тысяч человек. Выиграют промышленные предприятия, нефтехимики, машиностроители, торговля и малый бизнес. По оценкам экспертов, только валовой региональный продукт Татарстана дополнительно получит порядка 146 миллиардов рублей. Выигрыши и другие регионы, по территории которых пройдет трасса. Общий же экономический эффект до 2050 года оценивается в астрономическую сумму в 2 триллиона 450 миллиардов рублей. И если мы сегодня принимаем решение, вы даете нам старт, Михаил Иванович, мы уже заходим в стройку в этом году. Мы даем старт строительству автомобильной дороги Москва, Нижний Новгород, Казань. Он сказал, поехали. Общий объем финансирования на строительство автодороги 650 миллиардов рублей. 150 миллиардов поступит из Фонда национального благосостояния.
от Казани до Москвы можно будет доехать за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 км в час. Проект нужно реализовать в сжатые сроки до 2024 года. Такую задачу поставил премьер Михаил Мишустин. В Татарстане в таких темпах особенно заинтересованы. Несмотря на пандемию, все промышленные производства продолжают активно работать. Особая экономическая зона Алабуга наряду с Нижнекамском и Челнами остается одной из главных точек роста Камского кластера и всего Татарстана. Лучшая в России, самая успешная особая экономическая зона Алабуга. Здесь зарегистрировано 65 компаний, 33 действующих предприятия резидента. Общий объем заявленных инвестиций более 200 миллиардов рублей. Объем выручки 82 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Компания «Алабуга Волокно» – это проект корпорации «Росатом». Этот завод по производству углеродного волокна на этой неделе посетили премьер-министр России Михаил Мишустин и Рустам Минниханов. Это пример импортозамещения в России. Предприятие выпускает крайне востребованную продукцию, уникальную и наукоемкую. На импровизированной мини-выставке вниманию гостей только малая часть того, где применяются материалы на основе углеродного волокна. Спектр этот действительно огромен. Традиционное авиационное строение и ракетостроение, но также все больше гражданских секторов экономики начинают использовать. Спортивная индустрия, автомобилестроение. Как вам условия работы? Хорошие? А зарплата нормальная? То, что Алабуга будет перерастать инвесторами, проектами, можно не сомневаться. Пандемия, конечно, вносит коррективы, но логику экономического процесса даже она поменять не в силах. А логика это в том, что инвестиции приходят туда, где их ждут, где к ним готовы. В этом плане Иннополис, еще один пункт визита премьера Мишустина в Татарстан, также может и должен стать центром притяжения. О пандемии коронавируса в самом молодом городе России вспоминали нечасто и без особого раздражения. Отчасти потому, что эпидемия не повлияла критически на IT-отрасль, а в ряде случаев даже помогла извлечь выгоду. Помните, не было бы счастья. Айтишники в этот трудный период не отвернулись, проявили социальную ответственность. Случайно или нет, но большая часть представленных разработок и стартапов на выставке в Иннополисе была посвящена медицинской тематике. Компании из Татарстана, они, в общем, эффективно работают по всей стране и без поддержки, потому что продукты хорошие, качественные, их выбирают заказчики. Ну и, конечно, обсуждаем, чем мы можем помочь еще дополнительно. И сегодня я хотел бы в первую очередь поблагодарить все компании, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции обеспечили пользователям бесплатный или льготный доступ к своим онлайн-сервисам, помогли нашим людям. Индустрия в это тяжелое время оказала помощь россиянам и бизнесу. Сегодня IT, пожалуй, самая динамично развивающаяся отрасль в России. За последние 6 лет спрос на услуги и продукты IT-компаний вырос на 50% внутри страны и на 80% за рубежом. Чтобы поддержать позитивный тренд, государство заявляет о беспрецедентных мерах поддержки. В сфере налогообложения это поистине революционное решение. Отчисления на страховые взносы снижены вдвое, с 14 до 7,6%. Налог на прибыль упал с 20% до 3%. Михаил Мишустин особо подчеркивает, что так называемый налоговый маневр будет действовать одновременно с другими мерами поддержки. Первое – это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, собственно говоря, к которому многие стремились. Второе – это стимулирование спроса. Третье – это поддержка внедрения инноваций. Четвертое – это помощь стартапам. Пятое – это развитие государственно-частного партнерства. И, наконец, шестое направление – это расширение кадровой базы отрасли. Такие комплексные меры, со слов Мишустина, помогут отечественной отрасли преодолеть исторически сложившееся отставание от западных стран. Да, мы пока отстаем. Российский IT-рынок – это всего лишь 1,5% от мирового. Привел неутешительную статистику один из самых узнаваемых IT-руководителей Евгений Касперский. Но это в том числе говорит и о нашем потенциале. Тем более, что сильными сторонами российской IT-индустрии остаются еще высокий уровень образования и наличие талантов. Я процитирую я Кондолизу Райс, которому было однажды, было пересечение, на одной сцене мы стояли, она ко мне так повернулась и сказала, говорит, русские программисты лучшие в мире. Я сказал, 200% согласен. На самом деле это так, огромное спасибо нашей системе образования. Мир уже давно стал цифровым. Одно из ярких тому доказательств – список 10 крупнейших компаний мира по размеру капитализации в 1998 и 2019 годах.
Обратите внимание, больше 20 лет назад в этом списке были еще на ведущих позициях нефтяные и энергетические гиганты. Сегодня сплошь глобальные информационные и интернет-компании. Как изменится этот список еще через 20 лет? Вполне возможно, в нем появятся компании, о которых мы даже сегодня не слышали, предположил Михаил Мишустин. Наша амбициозная задача, чтобы это были предприятия российской юрисдикции. И наша задача сделать так, чтобы успешные цифровые стартапы как можно больше появлялись в России. Чтобы такие компании были российскими по своей сути, по своему происхождению. Может быть, это будут сегодняшние резиденты Иннополиса. Об этих перспективах говорили здесь же, в Иннополисе, во время двусторонней встречи Михаила Мишустина и Рустама Минниханова. Сегодня созданы исключительные условия для поддержки IT-отрасли, и разработчики, и образовательная система. Искренне благодарю вас, что вот такой форум проходит у нас в Иннополисе сегодня. И лучшие, самые крупные наши российские разработчики, специалисты сегодня находятся здесь. Александр Ильич, когда мы обсуждали это в правительстве и когда докладывали президенту, когда он принял соответствующее уже решение о таком налоговом маневре, мы как раз имели в виду те центры компетенции в стране, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая и Иннополис. Обсудили также и борьбу с пандемией. Премьер отметил передовой опыт республики. Чуть позже к разговору присоединился и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Его с Михаилом Мишустиным связывает давнее знакомство. Премьер вспомнил о времени, когда Минтимер Шаймиев еще работал президентом республики. Хочу вспомнить также, что когда вы работали президентом, мы открывали с вами Алабугу, особую экономическую зону, куда завтра собираемся. Благодарить вас за ту системную поддержку, которую вы оказывали таким инновационно мощным проектом. А еще хочу сказать, что я, наверное, один из немногих, кто с двумя президентами, бывшим и нынешним Татарстана, вместе встречается. Спасибо. Татарстан, Казань сегодня становится примером для всей страны, отметил Михаил Мишустин. Особенно в вопросах быстрых и эффективных решений. Касается ли это экономики, поддержки бизнеса или, например, строительства нового корпуса инфекционной больницы. Стройплощадку, которая уже все больше превращается в современное передовое медицинское учреждение, Михаил Мишустин посетил в сопровождении Рустама Минниханова. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизация соответствующих рабочих процессов, это в том числе и информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Новый корпус строится силами татарстанских строителей. На объекте в 2 смены работает около 200 человек. Завершить строительство и благоустройство планируют в первых числах августа. После этого уже спустя несколько дней в новый корпус смогут въехать медики и начать свою работу. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Агентство стратегических инициатив опубликовало очередной рейтинг состояния инвестиционного климата, который, я цитирую, оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Этот рейтинг высчитывается по 44 показателям. Вот он. Татарстан, как и год назад, на 2-м месте, сразу после Москвы. И давайте посмотрим вот на это, на 9-е место. Здесь наши соседи, Республика Башкортостан. Смотрите, рост по сравнению с прошлым годом аж на 7 пунктов. Мы, конечно, рады за наших соседей, рад за них и президент страны, который сказал об этом на этой неделе на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На связи с Владимиром Путиным был глава Башкортостана Радий Хабиров, и диалог, который у них состоялся, по-моему, уже был опубликован во всех, без исключения СМИ. Но давайте послушаем еще раз. У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом, является Татарстан. И сейчас он опять вот в этом году 2-е место в рейтинге занимает по качеству инвестклимата. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан? Когда Башкирия выйдет на первые позиции?
Это известная практика, когда Башкортостан, Татарстан взаимодействуют. Это, кстати, очень сильный стимул для нас, для наших соседей. Мы их называем братскими республиками. Владимир Владимирович, стараемся. Я думаю, что займет какое-то время. Но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя. Мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, Владимир Владимирович. Надо отдать должное главе Башкортостана. Вопрос от Путина был весьма каверзный. Тут не ответишь в 2022 или не ответишь, никогда такого не будет. Ответ Хабирова прозвучал как минимум уважительно. И к своим возможностям, и к соседям тоже. Ну вот что нужно Башкортостану, чтобы нагнать Татарстан? Ну хотя бы строить столько же. Также молниеносно реагировать на ситуацию. Вот, возвращаясь к новым корпусам инфекционной больницы. Они будут готовы в Казани уже через месяц. Это 232 койки с возможностью увеличения этого количества до 400-500 коек. И вы знаете, все эти койки нужны уже, что называется, еще вчера. В одних только челнинских больницах сейчас, я цитирую начальника управления здравоохранения города, 870 человек с заболеваниями органов дыхательной системы. И мы знаем, что далеко не все, у кого есть вот эти заболевания органов дыхательной системы, находятся сейчас в больницах. О том, что ситуация напряженная, можно судить и потому, что было сказано на этой неделе главой Нижнекамского района республики. Айдар Медшин, как известно, на встрече с руководителями частных клиник заявил о необходимости привлекать персонал этих клиник для работы в госпиталях и больницах района. Не хватает коек, не хватает людей. У нас к началу эпидемии было не так уж и много и того, и другого. Поэтому смотреть сегодня вот на это людям, знающим о ситуации, очень больно. Да, жара неимоверная. Да, все так делают. Но ни один врач сегодня не скажет вам, что вот это нормальное поведение. Давайте посмотрим на статистику в Поволжье. Да, как видите, Татарстан далеко не на первом месте по заболеваемости. 8-й из 14 регионов. А по смертности мы вообще первые с конца. Самая низкая смертность в Поволжье. Но надо помнить, что методика подсчета сложная. Пациентов, умерших с ковидом, а не от ковида, все равно много. Болеющих значительно больше, чем кажется. Огромное количество бессимптомных носителей, а это 40% заражений, происходит именно от них. Человек ходит по улицам, как ни в чем не бывало, презирает все меры предосторожности, является переносчиком вируса и даже не догадывается об этом. Так что говорить, глядя на статистику, что вот здесь у нас некий островок стабильности и относительного благополучия, не приходится. Потому что люди одинаковые. Вы можете изучать ситуацию в США и делать достаточно верные выводы о том, как это будет и есть у нас. Страны разные, и даже вирус несколько отличается от нашего, но не настолько уж, чтобы нельзя было видеть в европейской и американской статистике, не видеть реальную картину происходящего. Поэтому, что бы ни говорили о наших попытках предупредить тех, кто слишком расслабился, мы будем продолжать это делать. Не потому, что мы, как часто пишут, якобы готовим население к очередной волне или очередной изоляции. Это все конспирологическая чушь. Даже ученые сегодня не знают, что будет завтра. Куда уж нам-то? Мы будем продолжать это делать, потому что далеко не все еще поняли, с чем мы столкнулись. Но этих историй становится все больше и больше. Ковид – это и есть пожар.
Вам кажется, что сверху вы его потушили, но он дремлет внизу, готовый вырваться наружу с новой силой. Достаточно парочки жарких дней, парочки искр, и он вернется. Мы сами раздуваем этот пожар. Все вроде боялись, но на самом деле не все. И вот я сейчас вижу, тоже ослабляются карантинные мероприятия, и люди посчитали так, что все закончилось. И я считаю, что нам необходимо говорить об этом все время, постоянно, ну, образно говоря, капать на мозги, но если этого не делать, то мы вообще находимся в каком-то, знаете, образно говоря, зазеркалье. Вот этот зазеркальный мир, в котором кто-то делает вид, что ничего не происходит, кто-то старается не обращать на это внимания. Набережные Челны. По официальным данным, с болезнями органов дыхательной системы почти 900 человек в стационарах. Но своя история борьбы за жизнь есть уже, наверное, у каждого 10-го жителя Челнов. А вот это еще один пляж, Челнинский. Это середина недели. Здесь мы никак не ожидали встретить подобное. Челнинский пожар, как известно, локализован совсем недавно, и считать, что он потушен полностью, ну никак нельзя. Но люди по-прежнему трогают дно. Всегда же говорят, если сам это все через себя не пропустишь, это не поймешь людей. Мне охота иногда вот выйти и уже микрофон кричать: люди, разойдитесь, вы что делаете? Для Фаузии Фаляховой из Челнов не июль, а июнь стал самым жарким месяцем в этом году. 10-го пропали запахи, уже 12-го стало совсем туго, но и через неделю диагноза все не было. Длинная очередь на КТ, невозможно порой даже узнать, что с вами. Рентген показал небольшое поражение легких 17-го, но уже 19-го КТ не оставило сомнений. 36% поражения легких. Но она вернулась домой. Ну, мне сказали, у меня еще пока средняя тяжесть, и домой отправили. И так повторилось у меня 2 раза. Повторилось 2 раза. Давайте повторим тогда еще 2 раза. Значит, 40% поражения легких показало КТ. Да. И вам сказали, что этого недостаточно для того, чтобы лечь в больницу. Да, потому что у меня хронических заболеваний нету. Сказали, в первую очередь мы будем ложить, у кого хронические заболевания, сахарный диабет, давление. Вот таких историй немало. Фаузия Фаляхова проведет 10 дней в больнице и спасется только благодаря врачам. Вирус у нее уже в прошлом. У Оксаны Тафеевой из Елабуги история своя, но очень похожая. 39,8,40, 39,8,40. И болело уже все болело. То есть болело тело все. Начали болеть уши, ломало, меня трясло. Это просто, я не знаю, это просто был ад. Тест взяли 3 июня. Если он положительный, вам позвонят. И действительно позвонили, но далеко не сразу. 12 числа мне позвонили с санэпидемстанции, Роспотребнадзор, и сказали, что у меня подтвержденный диагноз ковид. Через сколько дней позвонили? 3-го я сдала, и 12-го, да, то есть, соответственно, если бы я себя чувствовала более-менее нормально, вы представляете, сколько людей бы я заразила? У Оксаны диагностировали в итоге 25% поражение легких. Слишком мало, чтобы лечь в больницу. Ее история, история человека, бессильно наблюдающего за собственным падением в бездну, была опубликована в местной газете, и только тут нашлись люди, которые ей помогли. Ее спасали врачи 7-й Казанской горбольницы. И спасли. То есть вот насколько я в шоке от врачей в Елабуге, настолько я в восторге от врачей в Казани. Настолько дружно, настолько вот это вот, я не знаю, какое-то единение. Они же вот этих всех масках, да, я даже не запомнила лица людей, которые меня лечили, зав реанимации Григорьев. Я не видела, потому что они всегда были в очках, в масках, да, Савельев тоже. То есть, отношения совершенно по-другому. То есть, очень быстро, очень четко все сработано было. Большое спасибо и медицинским сестрам, и младшему медицинскому персоналу, и дезинфекторам, и рентген-лаборантам, и просто фельдшер-лаборантам, которые делают анализы. Это такой труд, который каждый день не видим, но настолько значим. Вот они, наши герои, они все вокруг нас. Толстова Алевтина Михайловна, младшая медсестра. Сабирова Лейсан Айратовна, медсестра, анестезист.
Барсукова Регина Дмитриевна, медсестра, анестезист. Вот они то, что вот делают герои. каждый день. Вот это герои, которых мы знаем, любим и ценим. Без них бы наши пациенты не выздоравливали. Вот они, вот эти самые герои, вот они среди нас. Они не там, они, к сожалению, не ходят с нами рядом. Не могут нам рассказать, что происходит на самом деле сегодня. Но вот здесь мы можем у них спросить, и мы знаем, что они скажут. У этих людей существует убеждение, которое ничем нельзя разрушить. Возможно, они не смогут навязать нам с вами, простым обывателям, эти свои убеждения. Но эти убеждения правильные и основанные на этом опыте, который только здесь и получишь. Так что спасибо вам всем большое. Ошибка выжившего. Это очень свойственно нам. Мы любим слушать красивые истории успеха. Нам они нравятся больше. Однако важная информация исходит от тех, кто не был столь успешен в этом году. Они уже не расскажут нам свои истории. Истории вот этих людей успешны, но это те самые истории, от которых нам никак нельзя сейчас отворачиваться. Неверие – защитный механизм, самообман. И, как ни странно, им обладают даже люди, стоящие у последней черты. Со мной в палате лежала женщина, 64 года. У нее не было ни повышения температуры, она все чувствовала, запах, никаких не было симптомов. Но, говорит, мне просто была говорит, слабость, я лежала в основном. Потом дети решили сделать тоже компьютерную томографию, посмотрели, уже почти 50% поражения легких. И у нее плюс к этому еще сахарный диабет, плюс давление, и она вот в таком состоянии. Она еще все равно до конца, неужели, говорит, у меня это? Я говорю, поверьте, говорю, мне. Я хочу сказать, я всем вот знакомым, всем говорю, берегите себя и своих близких, потому что это очень страшно. Это есть на самом деле, я видела в реанимации, сколько людей в коме лежат и все остальное. Это реально очень страшно. Черный лебедь взмахнул крылом. Взмахнул так крепко, что мало не показалось никому во всем мире. Взмахнул, и вот в этой ситуации антихрупкости один кто-то посыпался, это хрупкость. Другой выставил, он крепок. Мало тех, кто использовал вот это свойство антихрупкости, кто под действием внешних обстоятельств изменился, став сильнее. И вот этого изменения я сейчас не вижу. Люди идут по линии наименьшего сопротивления. Ну, чего говорить, вы посмотрите, что на улицах творится, на пляжах творится. Дано не каждому. Я никого не хочу обидеть чьи-то интеллектуальные способности, но действительно вот этот вал, постоянный вал информации, из которой очень трудно выделить то действительно необходимое зерно истины, не дано не каждому. Легче пойти по линии наименьшего сопротивления. И вот тебя пугает. Легче выключить там телевизор или ленту новостей и не обращать ни на что внимания, плюнуть, как говорится, в этой ситуации. Но на то нам голова ведь дана, чтобы не только ею кушать. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. О необходимости предпринять все меры для обеспечения безопасности и контроля на рабочих местах. О разъяснительной работе среди населения в субботу, кстати, напомнил и президент Татарстана. По его словам, ситуация с распространением инфекции остается сложной. И президент также считает, что люди перестали соблюдать меры предосторожности. Нет никаких сомнений, что и мы будем продолжать следить за ситуацией. Вот интересно, а сколько стоит коронавирус? Вот тут у всех свои подсчеты. Кто
Кто-то будет измерять это в жизнях, а кто-то в деньгах. И действительно, для некоторых отраслей бизнеса последствия эпидемии уже встали в копеечку. Да в такую, что у предпринимателей уже нет ни сил, ни желания ждать какой-то перезагрузки. Многие владельцы кафе и ресторанов в долгах, не спасает от потерь даже открытие летних веранд и доставка, которая составляет всего 30% от докризисного оборота. Выручка падает, а в Казани тем временем начался большой сейл. И не только ресторанов. Рынок недвижимости пополнился предложениями о продаже офисов, кафе, салонов красоты и детских центров. На сайте Авито в разделе «Готовый бизнес» более 600 объявлений. И здесь есть все. Сфера развлечений, сельхозпредприятия, интернет-магазины, сфера услуг и торговли. Так вот, 12% из них – это сфера общепита. Это известные рестораны центра Казани и даже целые ресторанные сети. Желающих продать стало больше, а вот купить не прибавилось. Аналитики Авито отмечают, что интерес к покупке готового бизнеса сегодня упал на 48%. И это несмотря на то, что заведение под ключ сегодня можно приобрести по цене однокомнатной квартиры. Диляра Юсупова продолжит. Сезон летних веранд, точка общепита от кризиса не спасает. Например, вот этот известный грузинский ресторан, который на рынке очень давно, даже при наличии террасы, тоже продается. По сравнению с его огромной площадью, более 500 квадратных метров, цена очень низкая – 12 миллионов рублей. Вот оно, то самое объявление. По нему можно догадаться, что собственность находится в активах крупного банка. Через пару минут после нашего появления из дверей выходит управляющий. Продажу он отрицает, как и то, что собственник банкрот. Не продается ресторан. Наверное, я бы знал бы, если он продается, продавался. Придя сюда за 12 миллионов, он может только получить окна и с двери. Все, а что вы? Это же первая линия, понимаете? Казань пестрит выбором. Предложения на рынке объявлений готового бизнеса варьируются от 5 тысяч до 80 миллионов рублей. Небольшие бары в центре Казани в цене до 8 миллионов. Салоны красоты, которые представляют собой офис, стул, стол и 2 мойки, до 3 миллионов. Тоже кресло в парикмахерской, которое предприниматели уверенно называют «готовый бизнес», можно приобрести всего за 5 тысяч рублей. По сути, это просто аренда места. Впрочем, аренду необходимо учитывать и во многих других случаях. К покупке зачастую прилагается не здание, а то, что внутри него. Однако многие объявления об этом молчат, как и о причинах срочной продажи. Из 13 человек, которых мы обзвонили, только 2 открыто признались, что дело в коронакризисе. Вот, например, очень много всяких есть вот такие, типа, под ключ там. Продавали так кальяны, блины. Это Дарья Пенегина, редактор службы новостей газеты «Реальное время». Вместе с аналитиками издания она заметила еще одну особенность. Многие продавцы ссылаются на самые разные мотивы. Решил заняться чем-то другим, переезжая. Тактика ясна. Кто же станет открыто признаваться в собственном бессилии? Понятно, что тут есть немножко такая доля лукавства в какой-то степени, потому что все эти бизнесы, которые не продаются, вот эти продавцы, которые отказываются говорить, это те бизнесы, которые как раз наиболее пострадали в период коронавируса. Компания закрылась как раз-таки немного. Мы связываем это с тем, что Федеральная налоговая служба сейчас ввела ограничения по поводу приема посетителей, по поводу приема заявок на банкротство. То есть они просто не могут? Они не могут, да, то есть физически получается, как мне кажется, что как двери будут открыты в налоговой, мы эту циферку увидим сразу. Шокирующим на этом фоне выглядит судьба Казанской ривьеры, которая ушла к Акбарсбанку. Теперь они собственники аквапарка и отеля. Однако, как оказалось, это никак не связано с нерентабельностью самого комплекса. Ривьера как приносила прибыль, так и будет приносить. Переход вызван желанием банка самому распоряжаться активами, поэтому управляющая компания теперь покинула объект. Это ни в коем случае не связано с неэффективной работой отелей и аквапарка. В принципе, это нормальная ситуация для рынка, и на каком-то этапе объекты могут переходить к банкам,
И, в общем-то, для Ривьеры это не первый раз. Какие еще предложения? Продаются целые торговые сети, а также крупные торговые центры. Объявления висят больше года. Снимаются, вывешиваются и снова обновляются. Цена при этом понижается, но ажиотажа среди покупателей не наблюдается. Интерес к покупке бизнеса под ключ, по данным Авито, упал на 48%. Что самое невостребованное? Туристический бизнес. Вот уж та сфера, где нет ни спроса, ни предложения. И вот почему. Что сдерживает нас? Не их, а вот в данном случае всех нас, ответственность перед клиентами, потому что как только турагентство закрывается, существует некая вот структура, клиент, турагентство, туроператор, отель, санаторий там или что-то еще. Агентство вычеркиванием из этой цепочки, и, соответственно, в этот момент все туристы, которые приобрели, но не смогли съездить туда, где они планировали отдохнуть, у них разрывается цепочка, связи нет, деньги для них исчезли. Что сегодня с туризмом? Его представители не скрывают. Все очень плохо. Несмотря на сезон, несмотря на открытые границы внутри России, несмотря на санатории, которые работают. Загрузка мест отдыха в этом году не дотягивает даже до четверти. Теплоходный туризм, вот тут как раз позитив. То есть эксперты мои, дорогие друзья, сказали, что мы пошли. То есть первый теплоходик, который у нас отправился, это был Панферов. Вот. И все эти суда, которые сейчас вот в июле должны пойти по определенному расписанию, они начинают выходить. Стоит ли сейчас становиться предпринимателем, вкладываться и прицеливаться на то, что, возможно, никогда не восстановится? Эксперты считают, ликвидные места, такие как центр города, останутся востребованными. Можно ли этому верить? Центр Москвы, улица Никольская, Покровка, Садовое кольцо. Закрытые двери, снесенные вывески, объявления об аренде и предательский белый ангел. Зловещее напоминание, что так близко оно, то самое падение. Диляра Юсупова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Новые технологии сегодня повсюду. Теперь и в глубинке. Представьте, вы пришли в обычный сельский магазин и вот тут же на кассе оплатили коммунальные услуги. Или больше того, тут же на кассе сняли деньги со счета. То есть перед вами уже не просто касса, а касса-банкомат. Городского жителя это, наверное, никак не впечатлит, но надо быть жителем сельским, чтобы понять. Не надо ехать десятки километров, чтобы просто снять деньги с карточки. Не вы идете к терминалу, а терминал идет к вам. А вскоре можно будет даже пополнить счет таким образом. Вот о еще одном социальном проекте расскажет Алия Хайрудинова. Деревня Старая Чурилина до Арского района 15 километров, до Высокогорского все 30. И столько приходилось проезжать горожанам, чтобы просто заплатить коммунальные услуги или снять деньги. Сейчас ситуация меняется в корне. Столь привычные для горожан терминалы кочуют в деревне. Мне бы пирог с курагой. Да. Пирог Пожалуйста. И еще мне 500 рублей бы снять. Пожалуйста. О том, что ближайший банкомат в нескольких десятках километров, здесь уже забыли. Вот и Диляра Шагиева в сельском магазине совмещает приятное с полезным. Пирог к чаю, наличные на нужды. Теперь рады очень. У нас напротив магазин, есть терминал, мы снимаем сколько нам надо. Я думаю, сама рада, и думаю, что все рады жители деревни. Услугу в банке назвали красиво кэш-аут. Для села слово непривычное, им ближе другое. Кэше значит для человека. Уже с начала этого года жители республики совершили более 3000 операций по снятию наличных. Терминалы есть в 32 районах почти во всем Татарстане. В июне месяце я оплатила услуги через ваш магазин. Я хотела бы оплатить за июль. Можно? Можно. Не копить долги и забыть про коммунальные платежи можно здесь же. Аппарат считает штрих-код, деньги спишут с банковской карты. Раньше в Старом Чурилино платили по счетам только на почте. Правда, работала она 3 дня в неделю. Жителям приходилось стоять в очередях и даже писать жалобы. Они еще на почте придут, они еще стоят в очереди. Там народу много. И вот когда вот эту программу поставили, принятие коммунальных услуг, очень удобно, конечно, население приходит, оплачивает услуги и говорят спасибо, что все это сделано для народа. Оплата услуг ЖКХ пока доступна в 17 районах Татарстана, но список растет. Проект оказался успешным. Сельчане только с начала этого года сняли со своих счетов в кассах магазинов без малого 4,5 миллиона рублей. Для нас во многом содержание сельской филиальной сети
все это социальный проект. Понятно, что там далеко не те деньги, не те доходы, которые банк мог бы заработать, используя тот же самый капитал, например, в крупных городах. Для нас вопрос сохранения своей филиальной сети всегда был приоритетом и определенной социальной нагрузкой. Вся филиальная сеть Сбербанка полноценно работала и тогда, когда коронавирус наступал по всем фронтам. Оказалось, банк был готов к любым ограничениям, ведь 70% всех операций уже совершались удаленно. Оставалось довести до ума оставшиеся 30%. Если в среднем за сутки офисы Сбербанка в Татарстане посещали 37 тысяч человек, в период пандемии поток упал вдвое. Мы даже наладили такую систему, как доставку денежных средств, пенсий и пособий на дом. И сегодня люди старше 65 лет имеют возможность такую услугу заказать. Даже в период пандемии мы продолжали выдавать ипотечные кредиты, и у нас появилась такая услуга, как оформление и подписание ипотечного кредита на дому. Сотрудники банка присоединились и к благотворительной акции «Ярдам Янаше», а еще были и свои добрые дела. Волонтеров снабжали средствами защиты. Более 1000 сотрудников перечислили личные средства в инфекционные больницы. Сегодня, в период смягчения запретительных мер, здесь живут планами на будущее. Сбербанк перестает быть банком в чистом виде. То есть на сегодняшний день мы называем себя группой Сбербанк, экосистемой. У нас появилось большое количество дочерних компаний, сервисы, которые интегрированы в сервисы Сбербанка. То есть мы стараемся быть нужным для клиента по любому поводу и всегда быть рядом. Вот так, ближе к сельским жителям, ближе вообще к селу. И там, в десятках, а порой и в сотнях километров от городской инфраструктуры, до конца этого года планируют еще и расширить спектр услуг. Терминалы на кассах заработают на полную мощность. Можно будет пополнить счет или перевести деньги. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин. 7 дней. Мы продолжаем программу «Что удивляет?». Даже в такое непростое время в республике продолжается реализация социальных программ и, больше того, запуск новых. Программа «Наш двор», о которой мы неоднократно рассказывали, по сути ведь тоже антикризисная программа. Сколько малых и больших компаний на длительный срок получат гарантированную государством работу и заработок? Это сложно подсчитать. Можно лишь косвенно. Только в этом году в республике благоустроят 1084 двора. К 2024 году таких дворов будет уже 6775. Вот и представьте, сколько людей получат работу. Но дело-то не только в этом. Это самый настоящий мультипликативный эффект. Инвестиции приводят к росту доходов и занятости. Каков социальный эффект? Об этом я вообще судить не берусь. Совершенно ясно одно. Он огромен. Ведь мы создаем сегодня, пусть пока атмосферу, но атмосферу благосостояния. Эта среда, безусловно, будет менять нас изнутри. Программа «Наш двор» – это не совсем программа по благоустройству. Я бы назвал это тонкой настройкой фрагмента городской среды. Сегодня мало где мы можем встретить столь тонкие настройки. Это социальная программа и не только потому, что она связана с людьми, потому что она фактически создает новые социальные связи. Двор объединяет людей, общее дело их объединяет. Об этом Эльзира Юзаева. Улица Авангардная в Приволжском районе Казани с первого взгляда пленяет своей необыкновенной провинциальной атмосферой. Малоэтажная застройка, тихие скромные дворики, соседи, что живут бок о бок уже много лет. Для тех, кто здесь уже давно, все привычно и по-свойски. О том, что все это может быть другим, никто и не думал, конечно. Тем более другого еще недавно было не дано. Мы провели в течение года социальный опрос, но и, к сожалению, таким главным ответом был, выводом, что у людей нет надежды. В общем, они говорили, ничего хорошего здесь нет и не будет. И с этой мыслью нам стало невыносимо жить. Когда-то здесь была большая мусорная свалка, которая источала зловонные запахи на всю округу. Теперь будет красивый сквер с детскими и спортивными площадками. Сквер «Авангард» в авангарде самых последних архитектурных решений. По словам проектировщиков, именно на этой территории будут воплощены в жизнь сразу 3 республиканских проекта. Капитальный ремонт домов, скверы и парки и наш двор.
По проекту вся эта территория рассматривается как единый комплекс. Ключевая доминанта – сквер. Именно он станет местом притяжения. У сквера будет даже свой амфитеатр и сцена. Там будут проходить мероприятия и концерты. Основная задача проекта – превратить практически заброшенную территорию в огромный зеленый массив. По задумке архитектор все пространство объединит главная аллея, которая проходит диагональю через всю территорию. Многочисленные пешеходные дорожки приведут к социальным объектам и дворам. Мы увидели, узнали, что в этом микрорайоне достаточное количество слепых людей. Мы к этому вопросу подходим очень щепетильно и трепетно, поэтому сейчас переделываем несколько наш проект и вот реконструкция программы «Наш двор» и скверы, с тем, чтобы создать вот эту саму среду для слабовидящих людей. И также мы в плотной связке с экспертами по этому вопросу городскими. Действительно нет ни одного тротуара, то есть только проезжая Ну вот, часть. видите, Да. сейчас как бы на нас, по сути, водитель мог бы еще выглянуть и сказать, что вы тут на проезжей части стоите. А по сути, это наша с вами территория. Вот мы выходим из подъезда и должны иметь безопасное место для того, чтобы дойти до социально значимых объектов. Отсутствие тротуаров – это, возможно, самая ощутимая проблема старых дворов, которые были построены еще в середине прошлого века, когда в городе не было такого количества машин. Для большей безопасности жителей внутри придомовой территории как раз и нужны тротуары. На улице Авангардная будут отремонтированы сразу 10 дворов, но все они станут частью одного большого комплекса. Вот это отдельная, очень важная точка, на которой мы всегда концентрируемся. И в комплексном подходе особенно это важно, чтобы все подходы к социальным объектам, которых здесь достаточно много. Здесь есть и школа, и общеобразовательный, и детский сад, и есть спортивный комплекс «Олимп». Вот о пешеходах важно позаботиться. Мы это делаем по существующим уже автомобильным вот этим вот дорогам. Мы создаем тротуарную связь. Вот у нас, например, нет хороших горок. Еще нужно детскую площадку сделать в нормальном виде, песочницы хорошие сделать, чтобы играть было детям. Я вот выросла в этом дворе, да, и помню, как все это было, вот это все, вот эти песочницы, вот это все это, по-моему, моего возраста, по-моему, это. И поэтому, если сделать, то это будет вообще шикарно. Только в 2020 году в Татарстане по президентской программе «Наш двор» будут отремонтированы 1084 двора во всех районах республики. Строительные работы уже ведутся в большинстве из них. В каждом дворе программа реализуется поэтапно. Вначале происходит демонтаж старого асфальтового покрытия, параллельно убирается все старое оборудование. После экспертизы удаляют старые и нежизнеспособные деревья. Далее ремонт бордюров, тротуаров, создание новой пешеходной, проезжей части, мест для парковки. Идет так называемое формирование каркаса будущего двора. После этого появляется территория для размещения различных зон для отдыха. Установка урн, скамеек, детского оборудования – самый последний и не менее важный этап. Не нужно беспокоиться, все будет доделано. Все привезут, все сделают. Уже все, уже есть планы, уже есть план схемы двора, который видят жители в каждом своем дворе. До начала работ они могут с ним ознакомиться, и до завершения работ он будет стоять во дворе. На всех них уже нанесены эти оборудования. Если у жителей есть, конечно же, вопросы, готовы отвечать. И мы через каналы, соответственно, передаем в районы все это будут разъяснять. Этот двор на территории сразу 2 домов по улице Шамиля Усманова в Казани не видел ремонта больше полувека, но теперь уже отвечает всем современным требованиям. Что примечательно, и это примечательно в отношении любого, кстати, двора, его спроектировали и построили с учетом пожеланий тех, кто здесь живет. Двор преобразился, площадка детская появилась, газон. В общем, совсем по-другому все стало. У нас детей-то, в общем, не видно было во дворе. Мы думаем, тут вообще один пенсионер живут. Оказывается, столько ребят, детей пришло, прям как будто оказался в другом городе. Было и стало здорово. Спасибо всем, кто принимал участие в благоустройстве нашего двора, нашего дома. Все со всех теперь дворов к нам приходят. В общем, мы счастливы. В ходе реконструкции приоритет был отдан пешеходам. Во дворе появились новые тротуары, дополнительно защищенные отбойниками. Отремонтирован асфальт. На территории, где живут 316 человек, создали 28 парковочных мест. Если сделать больше, то это будет уже не двор, а парковка. Для детей установили площадку, разделенную на 2 зоны для разных возрастов. Для малышей до 7 лет и детей постарше. Спасибо вам за вашу программу.
Наш двор стал очень красивый, очень уютный, детям стало очень хорошо. Совсем по-другому. Да, спасибо большое. Программа «Наш двор» продлится 5 лет. В этом году выделено 6,5 миллиардов рублей только на проведение дорожных работ. Для реализации программы были привлечены местные производители урн и скамеек. А это поддержка бизнеса на 200 миллионов рублей только в этом году. Таким образом, программа не только поможет привести в порядок забытые на десятилетия придомовые территории, но и поддержит отечественных производителей. А это уже серьезная поддержка как людей, так и экономики. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Завтра, возможно, половина нашей пасеки погибнет. Везде на земле валялись полумертвые пчелы. В Татарстане участились сообщения о массовой гибели пчел. В понедельник председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в дистанционном режиме провел расширенное заседание Совета руководителей фракций по изменениям законодательства после принятия поправок в Конституцию. В работе заседания принял участие председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухамедшин. Во вторник президент Татарстана встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в России Робом Свартболом. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества по ряду направлений. В ходе беседы президент отметил, что Татарстан готов активно работать в рамках российско-нидерландских отношений. Рустаму Минниханову в этот же день представили нового главного судебного пристава республики. Им стал уроженец Татарстана Анвар Закиров. Встреча прошла в Доме правительства. 7 июля Рустам Минниханов принял участие в совещании по подготовке кадров для потребительской кооперации. В рамках мероприятия состоялась презентация Российского университета кооперации, презентация дистанционного формата деятельности приемной комиссии. Рустам Минниханов напомнил, что в регионе работают ресурсные центры, которые также нацелены на подготовку и переподготовку специалистов по различным направлениям. Во вторник председатель Госсовета и депутаты посетили места захоронений председателей Президиума Верховного Совета ТА СССР и Госсовета разных лет. В юбилейный год в Татарстане продолжают вспоминать тех, кто внес весомый вклад в развитие республики. 8 июля, в День семьи, любви и верности, президент Рустам Минниханов вручил государственные награды многодетным семьям республики. Торжественная церемония состоялась в Казанском Кремле. В Татарстане сейчас проживает порядка 40 тысяч многодетных семей. С каждым годом увеличивается доля семей, в которых на свет появляется третий и последующий ребенок. 9 июля в Доме правительства состоялось заседание наблюдательного совета университета Иннополис. В нем принял участие Рустам Минниханов. Провел заседание заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко. Были рассмотрены 5 вопросов. Главный технопарк уже заполнен на 97%. Скоро резиденты начнут базироваться и в новом технопарке по соседству. 5-этажное здание откроют в конце этого года. Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце недели поздравил жителей республики с чувашским праздником Уяв. В этом году праздник пройдет в онлайн-формате. Рустам Минниханов выразил уверенность, что Уяв сохранит свою уникальность и расширит праздничную программу. Искренне желаю всем радостного настроения, счастья и жизненного оптимизма. Мира вам, крепкого здоровья, добра и благополучия, пожелал в поздравлении президент. Фестиваль кряшенской культуры «Петряо» в Татарстане пройдет в онлайн-формате с 12 по 18 июля. 12 июля будет транслироваться поздравление президента республики и руководителя организации «Кряшен» Ивана Егорова. Также зрителям расскажут историю Петряо, покажут прошлогодние мероприятия. На второй день программу готовит Мамадышский район. С 14 по 18 июля праздничную программу покажут и другие районы Татарстана. За неделю в Татарстане произошло 14 смертельных случаев на воде. Проблему обсудили в Доме правительства в субботу. По поручению Рустама Минниханова будут введены посты на водных объектах. Кроме того, в течение всего лета по местам несанкционированного купания инспекторы будут проводить специальные рейды. В МЧС настойчиво рекомендуют воздержаться от распития алкоголя на берегу. Купание в нетрезвом виде является главной причиной гибели людей на воде.
В природе, как известно, все предусмотрено до мелочей. И важнейшей частью жизни является симбиоз. Это такие взаимоотношения представителей животного и растительного миров, при которых пользу извлекают обе стороны, не причиняя вреда друг другу. Но, увы, некоторые наши сельхозпроизводители так и не научились таким взаимоотношениям. В последние годы, а особенно это происходило прошлым летом, мы наблюдали явно потребительское отношение к нашему общему богатству – земле, воздуху и воде. Обильная обработка полей химикатами всевозможных сортов и консистенций привела к необратимым и даже губительным для нашей природы последствиям. В 25 регионах погибло порядка 40 тысяч пчелосемей. Если учесть, что в одной пчелиной семье в летний период может быть 40 тысяч пчел, можно получить гигантское число погибших особей. Это что-то больше 1,5 триллиона пчел. Огромные потери были зафиксированы и в Татарстане. Однако этот урок, похоже, не усвоен. Сообщения о гибели пчел в Татарстане все так же с пугающей регулярностью появляются и в этом году. Кто виноват и что делать? Ответ на этот вопрос попыталась найти Эльзира Юзаева. Социальные сети гудят, как пчелиный рой. Пчеловоды со всего Татарстана размещают видео массовой гибели пчел на пасеках. Сложно усомниться в реальности и достоверности этих кадров. Эта запись сделана буквально на днях, 7 июля. Каждый день приходят страшные вести с полей. Это уже богатые сабы. Только на одной пасеке за одни сутки погибло 150 пчелиных семей. В Тетюшах 1500. На днях пришло сообщение, массовый мор пчел произошел в Тюличах. Сложная ситуация в Искогорском, Арском и Мадыжском, Заинском районах. Карта гибели пчел в Татарстане вновь поражает своими масштабами. В каждой пчелиной семье в летнее время до 40 тысяч насекомых, потому масштабы бедствия трудно даже подсчитать. Сейчас вот поле рапса зацвело, и сегодня вечером начинают обработку это поле первым классом опасности, препаратом Декстер. Завтра, возможно, половина нашей пасеки погибнет. Былтырга кадар, видимо, химикатлар начаррак булган, слабыйрак. А былтыр әйтлек кытайдаланганнар, көчле, шуңа күрә безгә әйтмәгәннәр, җил каян булган, авылга табатын алар көндез эшләгәннәр, иртә белән эшләгәннәр. Авылларга кирәк төнне. Пчеловоды из Заинска пытаются хоть как-то сохранить свой бизнес, но зачастую их не слышат по ту сторону баррикад. Разговоры с хозяевами потравленных полей, как говорят сельские жители, пустая трата времени. Сельхозпроизводитель иной раз намеренно, в нарушении всех норм и правил, ведет свою губительную для всей окружающей среды деятельность. Пчеловоды строчат письма в различные инстанции, авось не отмахнуться от них в очередной раз, как от назойливых мух. Вот мы сейчас спокойно стоим возле уйдев, даже чужого человека не жалит. А в то время даже хозяина они ужалили, вели себя агрессивно. И везде на земле валялись полумертвые пчелы. Раиль Шакиров из Кукмарского района такую картину за 20 лет видит впервые. Полумертвая пасека, крах всех надежд на будущий урожай меда. Причина ясна как день. Рядом находятся поля рапса Кировской области. Их явно обработали какими-то химикатами. Пчелы слетелись на гиблое место. Если в Татарстане аграрии хоть как-то, но могут предупредить внутри одного района о предстоящей операции, то связи между приграничными регионами и районами одной республики нет никакой. Так, в гибели пчел в Актанышском районе сельские жители винят агрофирму «Август» из Муслюмова. Bugün söyledim, diniş isimliği de ki agronoma minzelenin, Müslüm'ün 6 aydan kildim indi. Meğetem bırak bit kengashibishlarga kerak. Siz bit kelgansiz bizning yerga, biz bit barmadak sizning yerga. Minglar ishlarga endi hozirda sizning kurtlar uladib menga урожайsiz qoldirganmidi. Рапсовое поле, конечно, зрелище удивительное, поражает своими красками и масштабами. Но этот период пчеловоды считают особенно опасным, период цветения рапса. Так как вот именно на эти обработанные ядами и химикатами цветы садятся пчелы, а это неизменно приводит к их гибели.
Рапс – растение капризное. Аграрии уверяют, что его невозможно вырастить без химической обработки. Чтобы получить моментальную выгоду, используют яды первого класса опасности. Это словно убить сразу двух зайцев. Выходит и дешевле, и эффективнее. Такие химикаты убивают всех насекомых наповал, но в том числе и пчел. Более безопасные для пчел и для человека пестициды третьего класса дороже. К тому же нужна повторная обработка. Но и это еще не все. Перед обработкой должны измеряться скорость ветра и влажность воздуха. Ближе, чем на 300 метров от деревень проводить опрыскивание запрещено законом вообще, так как этот яд обладает огромной токсичностью. Раньше у нас такого страха из-за полей рапса почему-то не было. Я не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, думаю, в Европе запретили выращивание рапса, и сместилось производство в Россию, я так думаю. Ну, востребованный товар, Россия начала заниматься рапсом в промышленных масштабах. Скорее всего, вот из-за этого. А при выращивании рапса обязательно используется пестицид, потому что вредителей у него много. Конечно, есть санитарные нормы, санпин так называемый. Если работать согласно этих норм, такой беды в таких масштабах не будет. Но, как говорится, у нас указ не приказ. Государевы бумаги на земле на деле мало когда имеют силу. Вот, к примеру, на этих кадрах работники сельхозпредприятия «Нева» проводят обработку полей рядом с деревней Поповка, что в Заинском районе. Ни защитных масок, ни специальной одежды. На глазах у сельчан пестициды для обработки рапса разводят в канистрах на глаз безмерной посуды. А это уже свалка рядом с деревней Средний Пшалым в Варском районе. Заброшенный котлован, где была обнаружена большая партия использованных канистр с остатками отравляющего вещества первого класса опасности. По данному факту будет проведено расследование, но пока, как говорится, суд до дела, угроза остается высокой. Biz üzümüzde işləyəndə rapısını çəçək otqançı mirilengen vakitte çeçekke чтобы умартакырларына провокация ясамак için иртә эшкәртәбез аны инсектицидлар белән. Это сельхозпредприятие в Черемшанском районе одно из немногих, кто живет в мире со своими соседями, пчеловодами. Они работают по принципу «не навреди ни себе, ни другому». Такой вот симбиоз – главный принцип жизни в одном общем доме, в природе. Бүген контрольда уж безнең тора. Барыбер аның эшенә без чыгачакбыз, кем виноват икәнен дә табачакбыз. Кирәк процедура шундый кирәксә судка барырга, судка хәтле бу эшне барып җиткереп, кем монда виноват, кем карап бетермәгән, кем кемне ишетмәгән, бу эшне без киләчәктә дә карап бетерәбез. Нельзя ли на территории какого-нибудь района создать технологический парк, отрабатывать безопасные, экологически безопасные приемы работы? Вот мы считаем в интернете, есть ведь альтернативные технологии, экологически чистые, так скажем, без применения ядохимикатов. Аңлашып эшлисәдә менә шу мөрәҗәгатем шушы бер җирдә яшибез бит. Без бит кортларга түгел, без бит табигатьне агулыйбыз, без халыкны агулыйбыз. И бәйгесе киндә бу дөньяви проблема икән. Настало ли то время, когда уже необходимо бить тревогу в полной мере? Нужно понимать, что массовый мор пчел – это не просто упущенная выгода пчеловодов. Спешные меры, включая мизерные выплаты пострадавшим пчеловодам, и то еще не всем, в прошлом году от аналогичной ситуации – это лишь латание дыр. Корабль идет ко дну. Когда придет понимание, что эта губительная деятельность аграриев наносит непоправимый масштабный урон всей экосистеме. Лишь бы не было поздно. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Когда-нибудь по-новому мы станем смотреть на то, что окружает нас повсюду. В наших дворах, наших подъездах, наших квартирах. По-другому мы будем смотреть вообще на любые наши дома. Ведь жилье – это не только квадратные метры. Это все, что вокруг. И вообще мало кто знает, какие этапы строительства многоквартирного жилого дома предшествуют появлению новых гигантов, которые обеспечивают жильем сотни, а то и тысячи человек. Жилые комплексы в Татарстане растут, но сегодня это уже не просто высотка. Архитекторы то и дело придумывают новые решения и необычные проекты.
Казанский домостроительный комбинат – одно из немногих предприятий в республике, которое воспринимает привычное понятие «жилой дом» как стиль жизни. Компания строит панельные дома с новыми решениями, где важен не только внешний вид, но и прочность жилья, уровень тепло- и звукоизоляции, а также безопасность материалов. Об уникальных проектах, социальном жилье и планах на будущее в нашей традиционной рубрике «Сделано в Татарстане» расскажет Диляра Юсупова. Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Оператор на пульте автоматически выбирает, какие створки бетоноукладчика ему открыть, чтобы бетонная смесь уже автоматически начала укладываться в изделие. Что в доме главное? Конечно, стены и крыша. За годы мир придумал такое количество материалов, из которых строят стены, что для их перечисления понадобилось бы писать учебник. Вот так выглядит наружная стена задолго до того, когда станет стеной вашего дома. Внутри ограждающие конструкции. Они нужны для того, чтобы защитить помещение от неблагоприятных факторов окружающей среды. Польза, конечно, первичная, но и о красоте тут не забывают. Работа ювелирная. Чтобы скрыть закладные детали, используют пенопласт. Самый универсальный материал по соотношению цена, качество, долговечность. По сути, это полимер, на который воздействует только ультрафиолетовое излучение. Аккуратно, технологично и, что уж говорить, очень просто. Вот это изделие из пенопласта, здесь таких несколько штук, да, используется для чего? Чтобы скрыть закладную деталь от видимого глаза. Что такое закладная деталь? Она используется в панельных домах, ну, примерно. Это то, за что осуществляется монтаж одной панели к другой. Отлично. Вот для того, чтобы ее, скажем так, приклеить, приклеили, установили закладную деталь. Как мы видим, есть расстояние от верхней грани самого будущего изделия. Большой путь открылся для домостроительного комбината в 2015 году. В течение года завод был полностью модернизирован. Основной и самой первой территорией стала Светлая долина. Именно там компания построила первые 2 дома. Потом уже было социальное жилье в Салават-Купере и уникальный проект в Иннополисе. Это не стандартный дом, то есть это дом, у которого первый этаж занят парковкой. Двор у него расположен во дворе на, соответственно, территории, на крышке самой парковки. Во дворе мы там посадили в монолитные катки. В одном квартале мы посадили дуб, во втором каштан. Благополучно эти деревья там перезимовали, прижились. То есть это немножко другой план жилья, не тот, который строится обычно. В планах повысить статус социального жилья. Этажей станет меньше, дворы избавятся от машин, появятся новые зеленые зоны. А еще компания ввела бережливое производство. Снижено электропотребление и увеличена скорость конвейеров за счет использования легких кран-балок вместо мостовых кранов. И не только. Мы увеличили производительность в 2-2,5 раза без дополнительных затрат. Что мы сделали? Мы просто поставили все операции по цепочке, расположили производство рядом непосредственно с заказчиком, потребителей этих. Излишнюю транспортировку убрали, а также убрали излишние обработки, то есть те процессы, которые не приносят дополнительной стоимости продуктов. Интересно, что этот завод единственный в Казани, который, в принципе, строит не только панельные дома, но еще единственный, который устанавливает окна. На данном участке мы устанавливаем уже готовые, изготовленные на заводе оконные блоки в наружные стеновые панели. То есть наша панель получает уже 100% заводской готовности. Окно установлено, запенено, сделано 2 видра гидро- и шумоизоляции. Слаженная работа и в зимнее время. Новый бетоносмесительный комплекс обеспечивает стабильное высокое качество бетона, независимо от климата. Кстати, и другие условия, эпидемиологические, производству не помешали. В период ограничений Казанский домостроительный комбинат продолжал работать. Конечно, с соблюдением всех правил. Слаженная работа всего коллектива и строгое исполнение всех мероприятий Роспотребнадзора, которые они нам регламентировали, позволило сохранить весь коллектив в полном составе, а также не потерять эффективность выпуска продукции. Чего только не
встретишь или не увидишь на строительном производстве. И ожидала я, в принципе, всего, что угодно, но только вот не этого. Это муравей, друзья. И вот расскажите нам про эту инсталляцию, что это такое. Это муравей, который мы делали на своем участке металлоконструкций. Данные муравьи будут стоять в наших дворах, где мы строим наши дома. Люди, которые были высвобождены при реализации национального проекта, мы не стали их сокращать, организовали новый участок, где изготавливаем металлоконструкции для обустройства наших территорий. А вот он, тот самый муравей и его друзья, теперь поселились в жилом комплексе «Светлая долина». Диляра Юсупова и Андрей Ключников, 7 дней. На сегодня это все, и завершает нашу программу рубрика «Спасибо врачам». Спасибо, конечно, не только врачам, как мы уже сегодня вот слышали. Спасибо всему медперсоналу. Мы просто привыкли всех, кто работает сегодня в госпиталях, называть врачами. Ну, отчасти так и есть. Разве медсестра не лечит? Разве все, чем она занята, не терапия? Пациенты госпиталей ведь не особо различают этих людей. Они все сейчас одеты одинаково. И когда они снимут эту одежду, не знает ни один человек на свете. Наша рубрика, ставшая традиционной, будет еще долго оставаться таковой. А труд врачей, всего медперсонала больниц, будет лишь дорожать со временем. И нам придется самим прийти к этому открытию. Они не скажут. Эти люди знают много больше того, о чем принято говорить, но они молчат. Эти люди не привыкли рассуждать о том, как компас, управляющий пандемией, теряет свое направление. Пожарные в объятом пламенем доме. Врачи сегодня это вот тот самый мудрец, что указывает нам на истину. Но невежды по-прежнему видят лишь палец, указывающий на нее. До свидания. Здравствуйте! Новая неделя не сильно будет отличаться от предыдущей. Установившийся над Татарстаном антициклон крепко удерживает свои позиции. И по данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие 7 дней на юго-востоке Татарстана повышенный температурный фон будет практически всю неделю. Возможны солнечные и тепловые удары, носите головные уборы. К выходным жара немного спадет, плюс 26, местами пройдут дожди. На северо-востоке также температурные показатели выше климатической нормы. Очень жарко будет в понедельник и во вторник, до 32 градусов. В последующие дни температура немного понизится и к выходным около 25 градусов выше нуля.
В центральных районах республики следующая неделя также будет жаркой и практически безветренной в начале недели. В среду и в четверг местами пройдут дожди. Это немного остудит воздух. В субботу и воскресенье около 27 градусов выше нуля. На юго-западе такая же картина. Удушающая жаркая погода в понедельник и во вторник. В среду плюс 29, к четвергу плюс 25. Пройдут дожди, и такая погода продержится и на выходных. Жителей северо-запада и Казани начало новой недели встретят жарой и духотой. 33 градуса выше нуля. В среду плюс 29, к четвергу 26. Вполне комфортная погода ожидается на выходных, плюс 25, местами с дождем. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.